Физон. В этот осенний вечер Ингушетия, которая уже давно забыла подобные теракты, снова содрогнулась. На часах 17:30. Пост ДПС, расположенный на федеральной трассе Кавказ в районе сельского поселения Яндарев. Группа молодых людей вырывается на территорию поста. Началась перестрелка. Один из нападавших, 27-летний Магомед Мурзабеков, который стрелял из пистолета, был убит на месте. Его подельник привел в действие взрывное устройство, мощность которого составила 8 килограмм в тротиловом эквиваленте. Установить личность смертника удалось лишь после генетической экспертизы. Им оказался житель Карабулака, 21-летний Ислам Куштов. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников были нейтрализованы. Решением руководителя оперативного штаба НАРК, начальником управления ФСБ России по республике Ингушетия, на территории района введен режим контртеррористической операции. При нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. Что же касается сотрудников полиции, в результате перестрелки с бандитами в реанимацию тогда попало 3 человека. Это Ислам Гогиев, Аляхан Гайсанов и Анзор Албагачиев. Их коллега Исраил Богатырев получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему было всего 29 лет. Без отца осталось 3 детей, младшему из которых на тот момент было всего 1,5 года. В этот вечер пострадало еще 4 сотрудника правоохранительных органов, которые направлялись на помощь к своим коллегам. Полицейская машина, которая ехала к месту ЧП по тревоге, попала в ДТП. Дежурная часть позвонили, сказали, что на пост напали, нападение. Мы ехали туда на подкрепление. Не доезжая до поста, не знаю, что там было. По-моему, нам не уступили дорогу. Все, больше ничего не помню. После нападения пострадавших навестили глава Ингушетии и министр здравоохранения. Юнусбек Евкуров поручил Минздраву транспортировать больных в иногородние клиники, если в этом будет необходимость. Надо Москвой закрыть? Полностью все, помощь оказана, пока необходимости нет, потому что все сделано. После нападения в Яндаре и Икажево был введен режим КТО. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов». С того страшного события прошел год. Некоторые из пострадавших до сих пор проходят реабилитацию. А в доме погибшего Исраила Богатырева в эти дни многолюдно. Родственники раздают сах и вспоминают близкого человека. Зарима Ивлоева, Лейла Гайсанова, Зелимхан Калоев. Новости 24.